Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Республики Коми, федеральные эксперты. Мы рады вас приветствовать на информационной сессии, которая посвящена трендам оценки качества образования. Уважаемые коллеги, мы работаем с нашими педагогами уже третий день. Вчера на площадках Международного методического семинара присутствовало 985 педагогов и руководителей общеобразовательных организаций. Мы понимаем, что все вопросы, которые обсуждаются, они важны для профессионального сообщества. И, конечно, мы имеем возможность включать уважаемых коллег, педагогов в дискуссионную площадку нашего международного семинара. Уважаемые коллеги, участники семинара, я напоминаю, что во время выступления эксперта вы можете задавать вопросы. И для нас очень важно, чтобы мы установили обратную связь. Уважаемые коллеги, сегодня основными треками нашего семинара будет являться, конечно же, качество образования, будут являться треки, связанные с формированием профессиональных компетенций педагогов 21 века. И, конечно, мы очень рады, что сегодня вместе с нами работают федеральные эксперты. Борис Валентинович Илюхин, который вчера вместе с нами провел 2 стратегические сессии. И к нам сегодня присоединяется Ольга Гарина Плечева, ведущий методист издательства «Просвещение». Коллеги, мы вас приветствуем. Республика Коми очень рада, что вы нашли профессиональную возможность принять участие в международном методическом семинаре. И мы, коллеги, начинаем нашу площадку. Борис Валентинович, мы передаем вам слово. И наши педагоги... Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, опять же, разрешите от всего сердца поприветствовать вас и пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья, не болеть. И воспользоваться предоставившейся нам возможностью для более широкого профессионального общения. Что же касается темы сегодняшнего разговора, то, говоря о международных сравнительных исследованиях, наиболее часто сейчас из которых упоминаемое это международное исследование качества образования ПИЗа, надо сказать, что Россия, вообще говоря, идет в общем тренде подготовки ребят к тем навыкам и умениям, которые проверяются в том числе и в ходе этих исследований. А напомню, что там основной тренд сегодняшнего дня – это подготовка ребят не только к знанию каких-то теоретических вещей, но и к умению эти теоретические вещи применять и использовать на практике. Соответственно, если говорить об изменениях в контрольно-измерительных материалах государственной итоговой аттестации, то, наверное, конечно же, лучше об этом скажут специалисты Федерального института педагогических измерений. Но очень кратко можно сказать, что уже сейчас контрольно-измерительные материалы основного государственного экзамена, в принципе, практически проверяют почти те же самые умения и навыки, которые проверяются в ходе международных сравнительных исследований. Буквально в ближайшем будущем подобного рода изменения ждут и единый государственный экзамен. Говоря о втором тезисе, безусловно, и о подготовке к наших школьников к участию в тех или иных международных сравнительных исследованиях, надо сказать главный тезис, что натаскать на ПИЗу представляется совершенно делом не то что невозможным, а даже и, наверное, ненужным, потому что попытка прорешивания, так сказать, различного рода пизоподобных заданий, в обиходе это сейчас называется так, как правило, приводит не приводит к положительным результатам. Говоря же о самих исследованиях международных, слайд, любезно предоставленный Сергеем Владимировичем Станченко, директором Федерального института оценки качества образования. И мы видим, что результаты ПИЗа 2018 Российской Федерации говорят о том, что наши дети очень разные. И школы показывают очень разные результаты. От 600 баллов
которые показывают средний результат, который показывают сильные школы, до примерно 350 и даже ниже, которые показывают не очень сильные школы. Со средним, и мы видим, что да, средняя, значит, здесь среднемировое 510, а среднероссийское мы видим, что от этого отстает. Но говоря об этом, вот здесь красненьким на этой картиночке подсвечены так называемые школы с углубленным изучением различных предметов, ну и которые носят титулы лицеев и гимназий. Но мы видим, что среди таких школ, красненьким подсвеченным, повторюсь, значительная часть этих школ находится, конечно же, в левой части этой картинки, но тем не менее есть школы, которые находятся справа и показывают не очень высокие результаты, и с точностью до наоборот. Мы видим, что есть обыкновенные школы линейные, которые показывают высокие результаты, и школы показывают, которые не очень высокие результаты. Вообще говоря, наиболее наглядно эту картинку иллюстрирует картинка исследования PISA 2009 в Российской Федерации и сравнение с признанным лидером в этом исследовании Финляндии. Вот мы видим, что если по максимум колоночка средняя, подсвеченная зеленым, mean read – это читательская грамотность, math, соответственно, математическая, и science – это, естественно, научная. Мы видим, что если максимальные результаты наших школьников, нижние 3 строчки цифр, зачастую превышают признанных мировых лидеров, например, Финляндию, да, мы это видим, то по минимальным значениям Россия оказывается существенно ниже. И, наверное, вот один из основных трендов, иллюстрированных на предыдущем слайде, это то, что надо прежде всего обращать внимание на работу со школами, ну, давайте так назовем, неуспешными, да, со школами со слабо успевающими детьми. Если говорить об итогах исследования этого года, то мы видим с вами, что вот по читательской грамотности последние 2 строчки, 15 год от 18 в Российской Федерации отличается тем, что значительно на 6% увеличилась доля детей, которые находятся на, ну, совсем на минимальном уровне, на первом уровне результатов читательской грамотности. При этом остальные результаты находятся примерно в той же паре, то есть, ну, естественно, если где-то что-то увеличилось, то уменьшилась доля детей, находящихся на самых высоких уровнях читательской грамотности. Ну и более, наверное, показательные картинки, здесь они, извините, перевернуты, ну как в аналитическом отчете, так здесь и находятся. Мы видим с вами, что верхние 2 строчки – это сравнение 2015 и 2018 года, я их даже стрелочками подсветил. Вы видите, что доля детей, находящихся даже ниже первого уровня, она выросла, ну, значимо выросла почти на 1,7% пункта. То же самое и еще более, наверное, не веселая картина в исследовании естественно-научной грамотности. Мы видим здесь тоже 2 верхних строчки, что, опять же, стабильно на 2%, почти на 3 увеличилась доля детей, не справляющихся практически совсем. И за счет этого доля, ну не за счет этого, наверное, доля детей, которые показали наивысшие результаты, уменьшилась, опять же, на те самых 2 процентных пункта, а серединка, она практически не меняется. Вот, поэтому, наверное, вот основной тренд ближайших 2 лет – это работа со школами, показывающими, ну, не очень, скажем так, высокие результаты. Вчера об этом коллеги Галина Владимировна говорила. Вот, наверное, вкратце, если говорить о результатах ПИЗа, все. На данном этапе спасибо. Борис Валентинович, спасибо за введение нас в проблематику очень важных, наверное, не только проблем, а именно задач. То есть проблематика, она действительно для всех субъектов, скорее всего, единая. И наша республика включается в апробацию ПИЗы в этом году. Мы понимаем, какие важные задачи стоят сегодня перед педагогами республики и перед управленцами. И, конечно, нам важно понять именно, каким образом на уровне Российской Федерации сегодня работают инструменты подготовки не только обучающихся, но и педагогов.
Поэтому, Борис Валентинович, я думаю, что мы подключим еще вас к данной теме сегодня. Мы сейчас будем работать с Ольгой Гарьевной, но вот тот вопрос, который я вам задала, очень важен. Каким образом включить в данную проблематику педагогов? И я понимаю, что сегодня низкий уровень готовности педагогов не только в школах, которые демонстрируют низкие образовательные результаты, а, к сожалению, эта тенденция во многих образовательных организациях в настоящее время, она именно в таком состоянии, о котором вы говорили сегодня. И вы демонстрировали именно статистику, которая для всех субъектов является единой. Борис Алексеевич, согласны, что вас еще подключим сегодня? Сейчас, ну, через некоторое время. Да, конечно. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, можно задать вопросы. Я думаю, что в нашем чате такая возможность есть. И Борис Валентинович с нами еще будет работать в рамках нашей площадки. Да, Ольга Гарьевна, пожалуйста, подключайтесь. Мы знаем концепцию издательства «Просвещение». Действительно, и вы, как ведущий методист, известны на уровне нашей республики. И мы очень просим вас подключиться к нашей площадке. И сегодня в наш адрес, я думаю, какие-то практические решения будут озвучены. Пожалуйста, Ольга Гарьевна, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Скажите, меня хорошо видно, проверка связи и слышно? Да, хорошо видно, слышно, Отлично. Да, спасибо. Ну что ж, тогда я, перенимая эстафету коллеги, который так замечательно обозначил проблему, которая действительно существует при подготовке наших учеников, ну, немножко, что называется, таких общих слов, да, про функциональную грамотность вообще, потому что вообще вот эти международные мониторинговые исследования, они ведь направлены действительно на определение, на каком уровне у наших учеников находится именно функциональная грамотность, то есть умение применять вот их знания для решения каких-то вопросов. И если уж говорить о том, что Российская Федерация участвует в международных исследованиях ПИЗа, и вот опять же Борис Валентинович затронул этот вопрос, у нас стала меняться внутренняя система оценки качества образования. Во-первых, вопросы, я не могу сказать, что они такого ПИЗа-подобного плана, но они практикоориентированные, стали появляться в итоговой аттестации. Это прежде всего касается экзаменов ОГЭ, ЕГЭ. Это всероссийские проверочные работы. Кроме того, вы знаете, что у нас есть национальное исследование качества образования, которое называется НИКО. Вообще, вот эта вот общероссийская оценка по модели ПИЗа, вы знаете, что она в Российской Федерации до 2024 года проводится практически во всех регионах. И насколько вот мне известно, в соответствии с этим планом, Республика Коми будет участвовать в этих исследованиях как раз в этом году. Ну, не знаю, насколько коронавирус внесет свои коррективы в этот график, но, по крайней мере, готовыми, конечно, быть необходимо. И хотя я скажу откровенно, я полностью согласна с Борисом Валентиновичем в том, что натаскивать на исследование ПИЗа, так как это, например, приходится, ну, вынуждены иногда делать педагоги при подготовке к экзамену, в этом, конечно, смысла нет. Но понимать, каким образом построены эти задания, это уже большое дело. Потому что, коллеги, что греха таить, мы с вами прекрасно понимаем, как устроена детская психология. Они могут, в принципе, справляться с этим заданием, когда оно сформулировано по-другому. А сталкиваясь в условиях, когда проводится вот такое вот исследование, волнуюсь, конечно же, они могут показывать достаточно низкие результаты. Это помимо тех объективных проблем, которые существуют в системе, и, ну, с вашего позволения, я не буду их все-таки касаться. Значит, концептуальная рамка вот оценки функциональной грамотности в ПИЗа, да, то есть есть 3 модели, которые включены в блок заданий, и, соответственно, проверяются различные умения, да, работа с информацией, там, насколько дети умеют эту информацию переработать, сформулировать, объяснить и так далее и тому подобное. Значит, что делать простому педагогу? Потому что вроде бы мы все понимаем ориентиры, к которым мы должны с вами стремиться, но мы
на практике получается следующее. Учитель приходит в класс, понимает, что у него достаточно ограниченное количество времени на то, чтобы дать материал, и возникает вопрос, а дальше-то что? Если мы с вами посмотрим внимательно на федеральные стандарты, то мы увидим, что практически все вот эти вот параметры, которые у нас исследуются и проверяются в ходе международных мониторинговых исследованиях, они все прописаны во ВГОС, потому что по сути своей это те самые метапредметные и личностные образовательные результаты, про которые у нас написано столько красивых слов в федеральных государственных образовательных стандартах. И в этих условиях педагогу необходимо, ну, просто скорректировать, в общем-то, работу с ребятами на уроке, включить просто-напросто задание определенного плана. Ну, а мы, поскольку мы федеральное издательство, мы рады вам помочь. У нас есть отдельно сборники, которые, ну, помимо, скажем, нашей учебной литературы, да, у нас есть целые серии, которые, во-первых, в которых включены задания, в которых можно с их помощью можно проверить вот эти самые образовательные результаты. Прежде всего, это серия «Оценка образовательных достижений». Это не еще один контроль, это просто диагностика, скажем так. И задания вот из этих сборников вы можете использовать как, собственно говоря, с целью диагностики, например, 2 раза в год, можете использовать по четвертям, или же вы можете просто брать отсюда задания и использовать их в своей преподавательской практике. Для естественно-научной грамотности, для формирования естественно-научной грамотности предлагается очень хорошая серия, которая называется вот «Функциональная грамотность. Тренажеры». Я очень рекомендую эти сборники коллегам, которые работают в области, как раз-таки учителя, в области естественно-научных дисциплин. Прежде всего, это физика, биология, химия, конечно же, география. В каждом из этих сборников, ну, и математика, безусловно, в каждом из этих сборников есть задания, которые все они практически носят межпредметный характер, и что самое главное, в них очень четко прописана структура и критерии, по которым проводится оценивание. И, в общем-то, все, что нужно вам, это, во-первых, посмотреть эти сборники и выбрать, например, несколько заданий, которые вы можете дать детям, ну, в порядке, как это сейчас красиво принято говорить, формирования индивидуальной образовательной траектории, либо же просто разобрать в классе, как, например, итог вот по какой-либо изучаемой теме. И кроме того, уже понимая, по какому принципу здесь задания построены, вы можете, собственно, свои задания, которыми вы работаете, просто-напросто переформатировать. Финансовая грамотность, ну, про это сказано уже, собственно говоря, много, поэтому у нас есть отдельный курс, которые мы можем предложить для учеников 8-9 класса. Например, на внеурочной деятельности вы можете использовать эти пособия. И наши задачники. Значит, у издательства «Просвещение» сейчас такой подход к созданию задачников, создавать именно универсальные задачники, которые будут не привязаны к какой-то линии УМК, а подойдут всем педагогам, которые работают, вот ведут данную дисциплину. У нас есть такие сборники заданий, упражнений по всем практически предметам, начиная от русского языка, заканчивая уже естественно-научными предметами, и охватывают они все классы, начиная с 1 класса и по 11 включительно. Хотя, кстати, собственно, в исследованиях ПИЗа у нас участвуют ребята определенной возрастной категории, и там в основном подростки до 15 лет. И, наконец, вот эта серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» – это сборники, собственно говоря, эталонных заданий. И хотя, как опять же повторюсь, я полностью согласна, что не стоит прям прогонять детей через все эти сборники для того, чтобы натаскать на задание ПИЗа, но брать, опять же, отсюда интересный материал. Вот мне, конечно, как естественно-научнику, очень нравится сборник, который называется «Глобальные компетенции», потому что там задания
задания, ситуации, которые разбираются, они связаны в основном с проблемами окружающей среды или с состоянием здоровья человека, и они очень интересные. Они учат детей рассуждать, причем там нет, скажем так, единого, бывает часто нет единого правильного ответа, то есть может быть принята и та, и другая точка зрения, но, конечно же, ответ должен быть аргументированным. Ну, а что касается вообще включения подобного рода заданий в учебный план, от урока, от учителя здесь что, по сути своей, зависит? Мы можем включать подобного рода задания, во-первых, как дополнительные, опять же, повторюсь, на обобщение материала и во внеурочную деятельность. Но, конечно, что касается организации внеурочной деятельности, там те же самые курсы специализированные, проектно-исследовательская работа, здесь еще во многом это зависит, конечно, от административной деятельности, потому что время на часы на определенные, скажем так, курсы должны быть, конечно, выделены в рамках учебного плана. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я хотела вам сказать. Еще раз позволю себе напомнить, что сейчас вы можете еще, я не только рассказала вам о наших пособиях, но еще и рады мы вам предложить курсы повышения квалификации, которые проводит у нас Академия просвещения, и воспользоваться нашими сервисами. Я вижу, что благодарственные слова за серию «Уроки с просвещением». Мы рады вам помочь, уважаемые коллеги, и очень рады сотрудничать с вами. Я желаю нам всем творческих успехов в работе конференции. Спасибо. Спасибо, Ольга Гарьевна. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Республика Коми осознает ваше профессиональное партнерство как важный механизм повышения качества образования. Мы благодарны и вам, что вы сопровождаете наших педагогов и принимаете активное участие во всех мероприятиях на уровне нашей республики. Спасибо. Борис Валентинович, если есть возможность, мы бы хотели вас подключить и продолжить общение именно по поводу инструментов взаимодействия с каждым педагогом. Вот ваше видение, есть ли какие-то алгоритмы работы с педагогами? Мы знаем ваш профессиональный опыт, и есть ли какие-то единые подходы? Вот мы вчера говорили о том, что действительно школы делятся на кластеры, мы говорили о том, что действительно, да, в зависимости от особенностей каждой образовательной организации, от особенностей работы в организации, выстраивать наше взаимодействие. Но, может быть, от вас, от федерального эксперта, нам это очень важно, услышим алгоритмы, профессиональные рекомендации руководителю образовательных организаций данного кластера, с которым мы сегодня взаимодействуем, школы, которые демонстрируют низкие образовательные результаты. А мы сегодня говорим уже о функциональной грамотности. Вот каким образом сейчас нам попытаться правильно поставить перед ними цель? Галина Владимировна, вы знаете, вы абсолютно правы, что, конечно же, школы у нас разные. Конечно же, у нас дети разные. Кто-то ориентирован на высокие образовательные достижения, да. Кто-то не очень мотивирован на получение образования. Но вот то, что объединяет, наверное, всех нас, да, и объединяет все школы без исключения, это необходимость развития главного элемента школы, а главный элемент школы, конечно же, после детей – это учитель. И, конечно же, наиболее правильная, наиболее разумная история во всем мире уже давно доказана, и у нас, в общем, эта практика тоже подтверждается, что нет более окупаемого вложения в систему образования, чем вложение в личность учителя. Да. И, безусловно, конечно же, наши учителя прежде всего должны познакомиться, понять, пропустить через себя, пройти определенную трансформацию сознания, да, потому что же, конечно же, этому в институте не учили. Конечно же, это на уровне теории, безусловно, проходилось, но не было такой актуальности, как сегодня, применение этих методик.
По сути, иногда мы зачастую в стране, да и не только в стране, скатываемся в подмену понятий, когда мы говорим, что надо развивать игровые технологии, надо развивать еще много чего, и это правильно, и это здорово. Но это не подменяет необходимости получения ребенком предметных знаний и навыков, и практик использования этих знаний в практических жизненных ситуациях. И по сути, если вот мы с вами посмотрим, чуть-чуть отвлекаясь на контрольно-измерительные материалы того же основного государственного экзамена, мы видим, что они по сравнению с прошлыми годами внешне изменились не сильно. Но очень сильно изменилась система изменились критерии оценивания. Задания стали гораздо более практикоориентированными. От простых задач найти площадь прямоугольника, я совсем сейчас утрирую, мы перешли к задачам по нахождению площади земельного участка. Вот те же самые задачи с количеством банок краски, которые нужны, чтобы покрасить киоск. Казалось бы, с точки зрения математики, это просто задача на деление. Но вот в той практикоориентированной парадигме необходимо понимать, что что количество банок бывает в магазине только целое. И нельзя купить 4,3 банки краски в магазине. И поэтому вот на очень таких, простите, наверное, излишне даже простых примерах нашим коллегам и нам с вами предстоит определенная еще трансформация по пониманию, по пропуску через себя таких историй. И это, конечно же, не в чистом виде, наверное, можно назвать и повышением квалификации, но, наверное, это все-таки профессиональная трансформация. А дальше она за собой потянет необходимость уметь донести эту историю до ребенка, до каждого ребенка, включая ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, от ребят олимпиадных до, еще раз повторюсь, да, то есть вот самого широкого спектра. И много-много-много чего еще. Но то, что вот во всем в этом главнейшим элементом является профессионализм учителя и понимание учителем того, что практикоориентированность не подменяет собой знание предмета, да, и умение этого, и, наверное, вот главное качество исследования, того, что проверяет ПИЗа, это умение применять предметные знания, полученные в рамках одной предметной области, в других предметных областях. То есть умение, а мы, собственно, с вами этим и занимались, мы решали задачи на проценты по химии в школе, когда учились. Мы решали математические задачи на биологии в разделе генетика и много-много чего еще делали. Вот, по сути, это и есть ПИЗа. Умение принимать знания, полученные в одной предметной области, в другой предметной области. А называть это можно по-разному. Извините, наверное, выскочил из регламента, но вот вкратце так. Нет, спасибо, Борис Валентинович. Это очень важно, что мы действительно говорим сегодня о трансформации педагогической личности. И та модель, которую мы сегодня пытаемся донести до наших педагогов, это модель формального, неформального и информального образования. Да. Поэтому, конечно, мы осознаем, что через курс повышения квалификации 24 часа, даже в 72 часа мы не сможем выстроить систему сегодня качественной подготовки педагога, чтобы он дошел именно до применения всех инструментов. Все, коллеги, зависит именно от личности педагога, а от его готовности постоянно быть на пути совершенствования. Это действительно путь непрерывного профессионального образования, и мы сегодня живем в этом пространстве трансформации педагога, управленцев, всех нас, уважаемые коллеги, потому что это требует время. Мы меняемся, меняются обстоятельства, условия, и мы должны быть к этому готовы. Борис Алексеевич, очень приятно, что мы сегодня были с вами. Мы благодарны за возможность общения с вами и, конечно, будем рады нашей очной встрече. Спасибо, Борис Валентинович. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем рассматривать информацию о трендах оценки качества образования и хотим представить вам кейс о трендах оценки качества образования в контексте республиканских инициатив.
Уважаемые коллеги, я передаю слово Наталье Николаевне Исаевой, руководителю Центра общего образования, воспитания, социализации личности Коми-Республиканского института развития образования. Наталья Николаевна, вам слово. Добрый день, коллеги. Очень приятно работать в таком профессиональном сообществе и федеральных экспертов, и я вижу представлено достаточно большое количество коллег с республики. И я позволю себе очень, наверное, кратко в режиме регламента остановиться на основных тенденциях развития системы оценки качества в целом Российской Федерации, конечно же, Республики Коми, и что делает Институт развития образования в рамках развития системы оценки качества. Коллеги, основное, вы все это прекрасно знаете, что ведущими принципами функционирования и развития системы оценки качества является в первую очередь, конечно же, принцип открытости, то, о чем вчера говорил и Борис Валентинович в своем выступлении, сегодня об этом же, в принципе, говорилось. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что основополагающими принципами являются также принципы объективности, доступности информации, инструментальности и технологически используемых показателей. Кроме того, обязательно должна быть согласованность внешних инструментов и внутренней системы оценки качества образования, потому что те мониторинговые исследования, которые проходят и на уровне республики, и всероссийские исследования, показывают, что, к сожалению, на сегодняшний момент у нас вот эти показатели еще несколько западают. Поэтому мы позволю себе остановиться на, как я уже сказала, трендах оценки качества образования, которые на сегодняшний момент сложились, даже, наверное, не тренды, а тенденции, которые сложились на уровне Российской Федерации, и их можно выделить в 8 основных вот таких вот групп. Первая группа – это группа объективности. В данном случае мы говорим с вами про объективность как оценки образовательных результатов внутри образовательной организации, так и об объективности проведения оценочных процедур и олимпиадных движений школьников. Второе направление – это качество. И понятное дело, что в качество здесь включая целый блок проблематик. Это и качество массового образования и в разрезе учебных предметов, и в разрезе оценочных процедур, и качество общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях по модели ПИЗа, о чем сегодня уже говорилось неоднократно, не буду останавливаться. И это качество региональных управленческих механизмов, то, о чем вчера говорила Галина Владимировна. Третье направление – это достижения. И достижения мы, опять-таки же, разделим на два основных блока. Это достижение обязательного минимума базовой подготовки, опять-таки же, в разрезе учебных предметов и в разрезе оценочных процедур. Мы видим, что набирает популярность такое движение, как развитие таланта, профориентация, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования. И, конечно же, в данном случае он стоит последним, но последним не по значению, а по списку. Это вовлечение обучающихся в образовательный процесс. Причем как в основное образование, так и дополнительную кружковую деятельность и так далее. Это те тенденции, которые на сегодняшний момент сложились на уровне Российской Федерации. Исходя из них, соответственно, сложилась система оценки качества образования на уровне Республики Коми. Эта система сложилась в программу оценки качества образования, состоящую из 8 подпрограмм. Они представлены на слайде. Я на них останавливаться более подробно не буду, вы их увидели. Все правильно. Собственно говоря, да, следующий слайд. Еще в декабре 2019 года
тогда министр образования Ольга Юрьевна обратила внимание, и это стало, собственно, лейтмотивом 4-й Всероссийской конференции региональных учебно-методических объединений по общему образованию, как раз-таки качество образования. И Ольга Юрьевна, ее команда выстраивали четкую линию. Важность возрождения системы методических служб. Борис Валентинович сказал, что необходима профессиональная трансформация, профессиональная педагогическая трансформация нас с вами, коллеги. Но мы все прекрасно понимаем, что на уровне и образовательной организации, муниципалитета, республики и России в целом такая трансформация не получится без чьей-либо помощи. И в данном случае это помощь, и флагманами трансформации должны стать методические службы. Поэтому посмотрите, важность возрождения вот этой линии российская методическая служба, региональная, муниципальная и школьная методическая служба. Вот та вертикаль, которая должна выстроиться в результате нашей с вами совместной работы. И фактически на слайде мы уже говорили об этом, и вчера Галина Владимировна коснулась этой проблемы, тот функционал, который возлагается на учебно-методические объединения. Коллеги, к сожалению, вот тот функционал, который прописан в положениях, он в ряде случаев остается написанным именно на положении, именно на бумаге. Он не работает. Поэтому мы предлагаем, исходя из задач, выстроить вот такую иерархию методических служб. Для простоты восприятия мы постарались выделить цветом различный функционал различных уровней методических служб. Посмотрите, на мой взгляд, все очень четко и структурировано, логично выстроено с функционала федерального УМО через республиканское методическое объединение, и в данном случае далее муниципальные методические службы и методические службы образовательных организаций. Посмотрите, и фактически вот такой вот красной линией просматривается то, что все методические службы, именно вы являемся, совместно с педагогами, являются разработчиками и федеральных государственных образовательных стандартов, которые являются основой нашей образовательной деятельности, и примерных образовательных программ, и активно участвуют в обсуждении и содействуют вовлечению педагогов и в научную деятельность через развитие проведения различных исследований, конкурсных материалов и организация проведения экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок и так далее. То есть вот эта четкая иерархия, она должна выстроиться в нашей с вами республике, и осознание важности методического сопровождения. В данном случае Институт развития вот таким образом представляет уровни управления качеством образования. Они абсолютно коррелируются с той системой, которую мы представляли, методического сопровождения. И самое важное в этой системе – это позитивное отношение субъектов, всех субъектов оценочных процедур к этой процедуре. В этой связи, коллеги, наша с вами педагогическая трансформация, профессиональная трансформация, я напомню то, с чего я начинала, возможно тогда и только тогда, когда мы с вами, во-первых, поймем важность и значимость и всех оценочных процедур, и цели этих оценочных процедур, и будем готовы к методическому и методологическому взаимодействию друг с другом, то, чем мы занимаемся в рамках этого семинара.
Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждали обновление содержания образования на основе инструментов ПИЗа. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что сегодня вместе с нами работают федеральные эксперты, и в контексте именно нашей с вами площадки я бы хотела внимание обратить. На сайте Международного методического семинара в рамках интерактивных мастер-классов мы для вас разместили практические семинары, которые вы можете вместе с коллегами, конечно же, изучить, рассматривать именно как основание для проведения методических советов. Уважаемые коллеги, у нас линейка семинаров по функциональной грамотности в открытом доступе, и она сегодня насчитывает более 10 вебинаров. Поэтому, уважаемые коллеги, мы сегодня включены в данное пространство профессионального развития педагогов. Уважаемые коллеги, от проблематики мы, конечно, должны перейти к управленческим задачам, и я очень надеюсь, что результаты нашей совместной деятельности, они позволят Республике Коми успешно принять участие в исследовании ПИЗа. Уважаемые коллеги, мы очень рады, что вы были с нами. Вы имеете возможность нашим коллегам, федеральным экспертам и нам задать вопросы. Мы будем рады продолжить нашу дискуссию. Я напоминаю, что мы сегодня работали в рамках именно информационной сессии. Наша была задача именно дать информационный посыл, который в течение нашего сегодняшнего дня будет продолжен. Следующая информационная сессия уже будет практикоориентированной. Уважаемые коллеги, я анонсирую, что мы с вами встречаемся на кейсе профессиональной компетенции педагога. Мы с вами будем говорить о результатах федеральных исследований компетенций педагогов и рассмотрим региональные практики. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание, за тот профессиональный интерес, который мы обозначаем для себя именно через ваши вопросы, ваши обращения. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо, что были с нами. Уважаемый Борис Валентинович, Ольга Гарьевна, благодарим вас за участие в информационной сессии. Спасибо, коллеги, мы завершаем и встречаемся через минуту на следующей площадке. Спасибо, коллеги.